Добрый вечер. В эфире информационная программа «Новости». В студии Алина Хасцаева и коротко о главном. Сергей Миняйлов встретился с главным внештатным онкологом Минздрава России Андреем Каприным. Среди основных тем рабочей встречи – перспектива развития онкологической службы региона. Закончил после консерватории, приехал сюда, на родину, и стал работать с оркестром. Неся музыку через всю жизнь, 80 лет исполнилось известному остинскому дирижеру Казбеку Баскаеву. Свой юбилей он встретил на сцене Мариинского театра. Юбиляру вручили медаль «Во славу Осетии». Он был внутренне очень крепким и несгибаемым. Сегодня 70 лет исполнилось бы Олегу Доеву. Журналист, автор множества программ. Именно Олег Доев стоял у истоков информационного вещания в Северной Осетии. Глава республики Сергей Миняйлов провел рабочую встречу с главным внештатным онкологом Минздрава России Андреем Каприным. Стороны обсудили совершенствование онкологической службы республики и подготовку кадров. Вопросам сферы здравоохранения в республике сейчас уделяется пристальное внимание. Андрей Каприн уже успел ознакомиться с работой республиканского онкологического диспансера, где в конце 2020 года был установлен новейший аппарат лучевой терапии. На сегодняшний день Северная Осетия – один из первых регионов России, где проводится лечение онкологических больных на подобном ускорителе. Кроме того, Андрей Каприн выразил готовность оказать максимальное содействие в подготовке кадров для онкологической службы региона. Также на встрече обсудили и возможность проведения научных конференций в Северной Осетии, где будут представлены самые эффективные и современные методики лечения онкозаболеваний и новые направления в работе онкологической службы страны. В Рио главы республики Сергей Миняйлов принял участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook. По рекомендации врачей, руководитель республики привился однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Глава региона полгода назад уже перенес эту коварную болезнь и какое-то время был защищен антителами от повторного заражения. Однако сейчас, пройдя дополнительные медицинские исследования и посоветовавшись с докторами, решил вакцинироваться. Сергей Миняйлов отметил, противостоять коронавирусу можно только сформировав коллективный иммунитет. Поэтому вакцина – это ответственный выбор каждого. В Северной Осетии наблюдается снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией. За последние 10 дней новых случаев заболевания COVID-19 стало на 37% меньше. Об этом говорили на заседании оперативного штаба. Обсудили также предстоящую 4-ю волну коронавируса. По прогнозам, ее ожидают в октябре. Важно, чтобы к тому времени вакцинировалось максимальное количество людей. Однако темпы иммунизации остаются низкими, хотя вакцины в республике хватает. В наличии около 50 тысяч свободных комплектов препаратов используется всего 7% от имеющихся доз вакцины. Среди граждан старше 60 лет вакцинировались свыше 10 тысяч человек. На сегодняшний день количество развернутых коек в республике – 1035. Все необходимые лекарства при стационарном лечении в медорганизациях есть в достаточном количестве. Сейчас время, когда закончились отпуска, каникулы, все вернулись в коллективы трудовые, образовательные. Естественно, происходит обмен вирусной информацией. Мы можем получить подъем. За многолетнюю плодотворную деятельность и достигнутые трудовые успехи почетной грамотой главы Северной Осетии награжден генеральный директор Иравской швейной фабрики Ирбектов Казахов. Государственную награду ему вручил в Рио заместителя председателя правительства республики Игорь Касабиев. В период пандемии фабрика работала без перерывов и выходных, загруженность была очень большой. Наряду с текущими заказами обеспечивали лечебные учреждения защитной одеждой. Предприятие не повысило цены на свою продукцию, а это показатель высоких моральных принципов, патриотизма и любви к родному народу, подчеркнул Игорь Касабиев, вручая награду. Ирбектов Казахов возглавляет Иравскую швейную фабрику более 16 лет. За это время предприятие переориентировалось на пошив спецодежды, зарекомендовав себя на рынке легкой промышленности как одно из успешных и стабильных представителей отрасли республики.
Пользователям портала госуслуги больше не придется заполнять онлайн-заявления вручную и искать бумажные документы. Благодаря новым возможностям сайта это произойдет автоматически. При оформлении заявлений на получение той или иной услуги система портала сможет запрашивать данные в органах власти и самостоятельно заносить их в нужные поля. Такой запрос будет направляться исключительно в момент заполнения заявления, а после его отправки полученные данные не будут храниться на портале госуслуг. Самозанятые граждане Северной Осетии могут получить льготный займ. Проект разработан Фондом микрофинансирования малых и средних предприятий республики. Предлагается до 500 тысяч рублей сроком до 2 лет под 6,5% годовых. Предусмотрены кредитные каникулы до 6 месяцев. В течение полугода процент за пользование займом начисляться не будет. В Северной Осетии капитально отремонтировали мост длиной в 50 метров через реку Феокдон. Ввести в эксплуатацию объект планировали к концу сентября 2021 года, но работы завершили досрочно. Итогом капремонта стало восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик однополосного моста и его расширение с 8 до 12 метров. При этом проезжая часть сооружения стала шире на 3 метра. В ходе работ восстановили железобетонные монолитные опоры сооружения и их фундаменты. На объекте установили элементы обустройства, металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки, а также нанесли разметку термопластиком. Для жителей Дзуарикау устроили тротуары с перилами по левой стороне моста. Для удержания насыпи, защиты от размывов и регулирования русла реки построили более 110 метров подпорных стен из монолитного бетона. Мостовики устроили очистные сооружения во избежание загрязнения вод Феокдона. На время производства работ было организовано реверсивное движение по параллельному мосту. С 1 сентября на дорогах окончательно перестали действовать информационные таблички «Фото-видеофиксация», предупреждающие о каждой камере. Вместо них теперь работает новый дорожный знак. Он отличается от прежнего тем, что не сообщает определенные места применения камер, а лишь информирует об их наличии. Табличку будут устанавливать вне населенного пункта на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля. А действовать она будет на всей территории города или села. Учебный год для школьников селения Цалык начался в новой школе. Событие долгожданное для всего населенного пункта. Ведь здание старой школы было построено в 60-х годах. И чтобы освоить программу, ученики были вынуждены заниматься в 2 смены. Теперь все изменится. Современные просторные и оснащенные кабинеты. В школе начнет работать и Центр образования «Точка роста». Радость первого звонка с детьми разделила Сабина Гатагова. Учебный Новый год, колокольчик наш начнет. В селении Цалык долгожданное событие – открытие новой школы. За парты смогут сесть 200 учеников. Волнительным это событие стало не только для первоклашек, но и для старшеклассников. С напутственными словами к ребятам обратились в рио министра образования и науки Элла Алибекова и в рио министра строительства и архитектуры республики Константин Маргоев. Милые ученики, жители селения Цалык, искренне поздравляю вас с таким значимым событием для всего вашего села. У вас открывается новая школа. Я надеюсь, это здание, эта школа принесет много радостных событий в вашей жизни. И каждый из вас получит новые знания. Каждый из вас будет успешен в этой школе. Надеюсь, что в этой школе будут светлые, добрые традиции, хорошая успеваемость учеников. Больших вам успехов. Удачи вам. Вика Марзоева перешла в 3 класс. Девочка признается, ждала встречи с одноклассниками в новой школе. Очень красивая, огромная. Мне нравится она из-за того, что здесь очень много места для детей, можно там побегать. С нетерпением этого дня ждали и учителя Цалыкской школы. Марина Зипцева, учитель начальных классов, работает здесь уже более 30 лет. Теперь, делится педагог, учить детей в просторных отремонтированных классах станет гораздо комфортнее. В школе у нас все есть, все современные условия. У нас есть шикарная интерактивная доска, у нас большие просторные коридоры, классные, красочные классы, актовый зал, которого у нас, к сожалению, не было. У нас был совместно со столовой актовый зал. Большие площади, где могут дети развлекаться.
Школу оснастили современным инвентарем, обновилась учебно-материальная база. Есть и собственная спортивная площадка, столовый и актовый зал. Здесь также заработал образовательный центр «Точка роста», открылся кадетский класс. Там условия были, конечно же, лучше, чем в нашей школе. Единственное неудобство было то, что помещения там маленькие, естественно, приспособленные такие помещения, и по площади они не подходили, а к тому же и количество помещений было маленькое. И мы вынуждены были заниматься в 2 смены. Строительство новой школы проходило в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. Сабина Катагова, Заур Кодзаев, Новости Осетии. Под музыку Прокофьева и Бетховена филиал Мариинского театра открыл новый сезон. На этот раз дата совпала с чествованием 80-летия заслуженного деятеля искусств России, дирижера Казбека Баскаева. Более полувека он работает в Государственном симфоническом оркестре и уже не представляет жизни без музыки. На юбилее побывал наш корреспондент Батрас Загуров. Отметить 80-летие под бурные аплодисменты переполненного зрительного зала. О таком мечтает каждый деятель искусства. Прославленный остинский дирижер Казбек Баскаев отпраздновал юбилей. На сцене филиала Мариинского театра ему вручили медаль во славу Осетии. Сегодня мне хочется от всей души поздравить с прекрасным юбилеем нашего дорогого, любимого Казбека Сафуича Баскаева. И пожелать ему от себя и, я думаю, от всех практически моих коллег самого крепкого здоровья, ну и новых творческих побед. Лично мне довелось работать с этим талантливым высокопрофессиональным дирижером как в стенах Северо-Остинской государственной филармонии, так и в театре оперы и балета. Казбек Баскаев работает дирижером в Государственном симфоническом оркестре с 1970 года. На его счету десятки постановок. Свой многогранный талант он проявил в самых разных жанрах. От опер Доницетти и Рахманинова до детских спектаклей. Юбиляр признается, не представляет жизни без музыки. Закончил после консерватории, приехал сюда на родину и стал работать с оркестром. Давали концерты по городам России. Не только России, но и Белоруссии, и весь Крым объездили, всю Северный Кавказ. Помимо чествования Казбека Баскаева, в этот день филиал Мариинского театра торжественно открыл новый сезон. Исполнили музыку Прокофьева и Бетховена. Сезон филиала Мариинского театра в Северной Осетии начался успешно. Год ожидается насыщенный. Зрители ждут яркие премьеры и встречи с выдающимися музыкантами со всего мира. Батрас Загуров, Хетак Дапоев, Новости Осетии. Телевизионщик, с которым связана целая эпоха остинской журналистики. Человек-душа, журналист с большой буквы и мастер своего дела. Сегодня исполнилось бы 70 лет Олегу Дуеву. Автор и идейный вдохновитель множества программ. Он стал наставником для молодых энтузиастов мира телевидения. Под его чутким руководством они постигали азы профессии. Именно Олег Дуев стоял у истоков информационного вещания не только в Северной, но и в Южной Осетии. О творческом пути длиной в жизнь в материале Аланы Тумаевой. Наставник, шеф, друг, олицетворение доброты и профессионализма, ценитель поэзии и футбола, а для многих по-настоящему родной и близкий человек. Олега Дуева вспоминают многие, и каждый неизменно с теплотой, трепетом и любовью. Теплота, я бы сказал так, которая осталась после Олега, она не исчезла. Она часто вспоминается. Вот, когда вспоминаю Олега, в первую очередь вспоминаю его теплоту. Очень душевный был человек. Очень душевный. Вот о таких, наверное, говорят открытая душа. Человек, с которого фактически началось информационное вещание в Северной Осетии, задал темп работы на десятки лет вперед. Для него не существовало компромиссов, только правда, второго не дано.
Олег Рамазанович был очень сопереживающим, чутким человеком. Поэтому именно он первым освещал самые страшные, критические события для осетинского народа. 91 год – конфликт с Грузией. 92-й – события в пригородном районе. В начале 90-х и события в Южной Осетии. Несмотря на всю его, казалось бы, мягкость, скромность, он был внутренне очень крепким и несгибаемым. Олег Рамазанович был автором и идейным вдохновителем множества программ. Он воспитал целое поколение настоящих журналистов и в каждого смог вложить не только главные профессиональные истины, но и умение по-особенному, по-доевски смотреть на этот мир. Мечтать вопреки и неутомимо искать человека в человеке. Я помню всегда, когда бывали у него какие-то ответственные, моменты в жизни, он очень переживал, волновался, делился. Вот эта ответственность буквально за все. И за работу, и за окружающих. Он за всех переживал. Олега Рамазановича не стало на 63-м году жизни. 7 лет назад закончилась целая эпоха в североосетинской журналистике, но осталась память. Память о человеке, который ни разу не изменил себе и своему сердцу мечтателя. Алана Томаева, Хетак Плиев. Новости Осетии. На Красной площади в Москве состоялась церемония чествования российских паралимпийцев. Среди них спортсмен из Северной Осетии Черменко Бесов, завоевавший бронзовую медаль в беге на 400 метров. Из аэропорта команду везли по улицам столицы. Уже на главной площади страны в честь победителей и призеров Паралимпийских игр был поднят российский флаг и звучал государственный гимн. На Красной площади Черменко Бесова торжественно, в соответствии с национальными традициями, встречала делегация Северной Осетии. Заместитель полномочного представителя республики при президенте страны Камбулат Гулаев, сотрудники постпредства и члены Совета Московской осетинской общины поздравили Чермена с медалью и пожелали дальнейших достижений в спорте и удачи в жизни. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами, и до встречи в эфире.